Добрый день, уважаемые абитуриенты! Рада всех вас приветствовать. Меня зовут Салюгина Ирина Борисовна, я кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой специальной педагогики и психологии нашего Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмуллы. Сегодня я хотела бы вас проинформировать о том, как будет проходить вступительное испытание, которое называется у нас собеседование для направления подготовки специальное дефектологическое образование, направленность профиль, логопедия, дошкольная дефектология, образование детей с интеллектуальными нарушениями. Вступительное испытание, первый момент, на котором хотела бы остановиться, будет проходить только в очной форме. То есть, если два других экзамена для заочной формы обучения будут проходить дистанционно в форме тестирования, то эта третья форма, она проходит всегда традиционно только в очной форме. Вам предлагается заранее подготовиться к этому испытанию, которое называется собеседование. Каким образом? Вы должны будете из программы, которая прикреплена на сайте вступительных испытаний, заранее выучить стихотворение на ваше усмотрение, скороговорку. Если у вас есть желание, вы можете подготовить стихотворение на ваше усмотрение, скороговорку, и на экзамене вам будет предложена одна тема для небольшого связанного текста. Все это вы должны будете написать на листочке, который вам дадут экзаменаторы. Для чего это делается? Нам очень важно, чтобы к нам пришли студенты, которые обладают не только грамотной, но еще и правильной устной письменной речью. То есть основная задача экзаменаторов в процессе вашего выступления оценить качество устной русской речи. Насколько эта речь грамотная, насколько она соответствует фонетико-фонематическим и лексико-грамматической стороны русской речи. И если есть какие-то нарушения артикуляционного аппарата, строения, то, безусловно, мы понимаем, что звуки, которые вы будете произносить, они будут нечистыми. То есть, соответственно, вот при таком раскладе вряд ли члены комиссии вам поставят максимальное количество баллов. То есть мы оцениваем и грамотность, и сохранность звукопроизношения и темпа речи, и наличие связности, темпа речи. То есть все это оценивается по 100-бальной шкале. Минимальное количество баллов – это 50, максимальное – это 100. Как вы видите сейчас на слайде, вам нужно будет заранее явиться за 30 минут, 30-20 минут до вступительного испытания, место которого будет указано в расписании, согласно этому расписанию. При себе нужно иметь, безусловно, паспорт, то есть документ, удостоверяющий вашу личность, и необходимые принадлежности. К ним мы относим в первую очередь это вашу ручку. Водичку можно с собой взять и шоколадку, потому что время экзамена достаточно длительная, особенно для тех, кто сдает в первый день. Основная масса у нас, как показывает практика, сдает в первый день. Поэтому вы можете находиться в аудитории порядка 3-4 и более часов, потому что вы видите, какое количество желающих абитуриентов поступить к нам на наше направление подготовки. Расписание вступительных экзаменов, оно указано на сайте приемной комиссии. Если вы пройдете по ссылочке, вот здесь указано бакалавриат, специалитет, и отожмете вкладочку расписание вступительных испытаний.
Наш творческий экзамен будет проходить, выделено, обратите внимание, с 22 по 23 июля. То есть 22 это суббота, 23 июля это воскресенье. Поставили в дни, чтобы это было максимально удобно и комфортно для тех, кто работает, потому что у нас есть не только очная форма, но и заочная форма обучения. И на очную, и на заочную форму обучения вступительное испытание проходит в одни и те же дни. Начало в 10 часов. 25 июля – это резервный день для тех, кто по каким-то объективным обстоятельствам не смог попасть к нам на собеседование 22 и 23 июля. Для того, чтобы подготовиться к вступительному испытанию, вам нужно, опять же, как указано на слайде сейчас, зайти по вкладочке «Бакалавриат и специалитет» и выбрать, отжать вкладку «Программа вступительных испытаний, собеседование, специальное дефектологическое образование». Шифр 440303. Программа вступительных испытаний сейчас тоже перед вами на слайде. Вот здесь как раз-таки представлены варианты стихотворений. Вот первое – это «Гроза», второе стихотворение «Прежде и теперь». Но если вы выберете какое-то свое стихотворение, оно не должно быть на уровне 4 строчки, да, то есть не настолько большое, то есть эпические поэмы нам тоже рассказывать не надо, вы понимаете. То есть в среднем это 12-16 строк. Варианты скороговорок здесь представлены в программе вступительных испытаний. Если вы выберете какую-то свою скороговорку, то, пожалуйста, самое главное, мы оцениваем качество звукопроизношения. Темы для составления рассказов тоже указаны в программе вступительных испытаний. Вы для себя готовите, ну, что называется, устно или письменно, но писать вы будете с домашними заготовками. Мы не приходим на экзамен, вы приходите, и мы вам даем одну из названных тем в программе вступительных испытаний. Ну и в завершении хотелось бы еще раз сказать, да, что указаны мои контакты, то есть это моя электронная почта, Цылюгина Ирина Борисовна, заведующая кафедрой специальной педагогики и психологии. Я думаю, что вы все будете достойно отвечать перед уважаемыми членами комиссии, подготовитесь должным образом и надеюсь, что вы поступите к нам по направлению подготовки, станете студентами направления подготовки, специальное дефектологическое образование, направленности профиля логопедия, дошкольная дефектология или образование детей с интеллектуальными нарушениями. Успехов всем вам!